Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Султан Нугайбеков. В ближайшие полчаса мы расскажем вам о главных событиях этой пятницы. Пандемия коронавируса в России пока не закончилась. Об этом сегодня заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Во всех регионах страны сохраняется статус высокого риска. О тревожных ожиданиях сегодня говорили и в Татарстанском управлении ведомства и Минздравия. Число заболевших продолжает снижаться, но уже в конце мая в России ожидают новый, уже шестой по счету всплеск инфекции. В Татарстане тревоги добавляет и то, что больше половины тех, кому необходима ревакцинация, ее не сделали. А у переболевших все чаще появляется постковидный синдром. Какие проблемы со здоровьем он вызывает и чего ждут от шестой ковидной волны, узнал Дмитрий Аренин. Постановление номер 31 действующее, и в этой части изменений никаких нет. Об отмене масочного режима речи пока не идет. В Роспотребнадзоре подчеркивают, рейды и штрафы за нарушение антиковидных ограничений продолжают действовать. Очень плохо, что не соблюдают наши граждане масочный режим, расслабились. На сегодня все-таки масочный режим необходимо соблюдать, особенно в общественных местах. За минувшие сутки в Татарстане выявили 218 случаев коронавируса. Число заболевших продолжает снижаться. В учебных заведениях не осталось ни одного класса на разобщении. Как показывают исследования, в 95% случаев ковид в Татарстане вызван штаммом омикрон. В целом по стране доминирует его подвариант стелс. Из-за границы же приходят тревожные прогнозы о шестой волне. В России ее ждут в конце мая. Сегодня немножко изменилась ситуация с миграцией населения из одной страны в другую. Поэтому здесь, конечно, это будет с отличительными особенностями. Говорить о том, что это ковид, который мы испытывали в первый год, когда довольно серьезная тяжесть заболевания была, и когда были перегружены койки лечебные. Пока мы этого не видим. Тем не менее, отрывочные сведения нам говорят о том, что там очень высокая заболеваемость у тех штаммов, которые сегодня, у тех мутаций, которые сегодня циркулируют. Тревоги добавляет то, что 400 тысяч татарстанцев не пришли на ревакцинацию. В Минздраве напоминают, повторная прививка необходима через полгода. К тому же у переболевших чаще начал проявляться постковидный синдром. Огромное количество населения, даже переболев уже год назад ковидом, до сих пор не пришло, по их же субъективному, конечно, мнению, до сих пор не пришло в норму, до сих пор страдают определенными ментальными нарушениями с точки зрения потери памяти. Понятно, что части жалуются на то, что уже память не такая, какая была раньше, жалуются на то, что депрессия довольно серьезная. Для переболевших в Татарстане запущена система реабилитации. Ее проходят в госпиталях, стационарах и санаториях. Детские же летние лагеря сейчас проверяют и готовят к приему детей. Ряд обязательных требований для летних оздоровительных лагерей остается неизменным. Это ношение масок персоналом пищеблока. Это обязательно круглосуточное нахождение медицинского работника в лагере. И пока еще запрет на организацию родительских дней. Сейчас в республике готовятся и уточняют антиковидные меры безопасности для акции «Бессмертный полк». Уже решено, что все участники должны быть в масках. Дмитрий Аренин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Завтра в Татарстане пройдет республиканский ифтар с соблюдением всех антиковидных мер. В этом году он вновь проводится на территории Казань-Экспо и примет 10 тысяч человек. Впервые на него можно попасть по электронным билетам. Получить их можно было в мечетях Казани, а также в Мухтасибатах и резиденции Духовного управления мусульман. Для входа участникам ифтара нужно будет предъявить его с экрана мобильного телефона или в распечатанном виде. На билетах указаны остановки автобусов и парковки для личного автотранспорта. Чтобы избежать заторов на дорогах, организаторы рекомендуют воспользоваться спецрейсами. Для гостей отправят бесплатные пригородные поезда из Казани до выставочного центра. Первый рейс в 5 часу вечера, последний обратный поезд стартует в 11. В Москве прошел ифтар, посвященный Татарстану. Программу назвали «Легенды древнего Болгара» и посвятили предстоящему 1000-столетию принятия ислама Волжской Булгарией. Весь месяц Рамазан у мечети на Поклонной горе работал благотворительный шатер. Одновременно здесь могут находиться 500 человек. На вечер разговения могут прийти все желающие, а также познакомиться с культурой и традициями мусульманских народов России. Здесь были московские татары, наши знаменитые земляки. Среди них был и герой России, пилот Дамир Юсупов. Накануне ифтар посетил председатель Госсовета Фарид Мухаммедшин. Он отметил, в Москве сохраняется татарский язык, люди общаются друг с другом на родном и берегут традиции.
Как правило, Татарстан, мы стараемся, руководителями нашей республики, в этот день быть здесь, приветствовать своих соплеменников, единоверцев, да и москвичей всех, которые создают такие условия для совместного проживания, несмотря на национальность, на конфессиональную принадлежность. Москва – многонациональный город, столица России, так же как Казань наша, столица нашей республики. Продолжаем выпуск. В Чистополе обсудили, как сохранить объекты культурного наследия. Здесь их 236. Это один из самых богатых на историческое наследие городов. Только 42 памятника за последний год были включены в список охраняемых. Заседание научно-методического совета при Республиканском комитете по охране объектов культурного наследия прошло через 3 недели после репортажа в программе «7 дней» на нашем канале. В нем обозначили проблему сохранения исторических домов, ведь многие из них подверглись мародерству. Местные власти приняли меры, законсервировали объекты, поставили их под надзор конкретных предприятий. Что еще нужно сделать и когда начнется возрождение объектов? Репортаж Дмитрия Аренина. 11-й дом на улице Карла Маркса – это объект культурного наследия. Как можно заметить, сейчас все окна закрыты металлическими листами. Как мы видим, такая же ситуация внутри двора. Хотя на первом этаже, как можно заметить, кто-то уже попытался отодрать эти листы. Хотя законсервировали объект несколько дней назад. Как сохранить исторические здания Чистополя от мародеров и даже законных хозяев, обсуждали в исполкоме города. И здесь на заседании собрался научно-методический совет при комитете по охране объектов культурного наследия. Сейчас в городе 236 таких памятников. Границы исторического центра после инвентаризации были расширены. Мы провели вместе с исполкомом тотальную инвентаризацию каждого объекта, каждого литера, каждого дворика. Обошли ножками не один раз. Понимание есть по каждому объекту. Как отметили, нужно, чтобы владельцы здания несли полную ответственность за историческую собственность. Так в 2019 году новый владелец дома Федина разобрала здание и построил на его месте новодел. Как уверяла женщина, она не знала, что это объект культурного наследия, но это не спасло ее от ответственности. Сейчас объект на пристальном контроле властей. По его судьбе идет судебный процесс. И у нас есть сейчас актуальное охранное обязательство, обязывающее ее воссоздать хотя бы облик и сделать памятное место. Восстановление в плане мемориальных досок она уже произвела, а саму конструкцию дома уже за решением суда. Эта работа у нас продолжается. Нужна такая же принципиальность и по остальным домам. Необходимо защитить здания и от мародеров. Они растаскивают их по частям. К делу сохранения готовы подключиться научные сообщества и известные уроженцы Чистополя. Мы готовы, что нужно, содействовать и прочее. Я не знаю, растаскивают, тащат кирпич, воруют наглую, металл с крыши снимают. Металл, он 3 копейки стоит. Тут надо просто приказ отдать, это МВД. Ведь чтобы не принимали эти пункты приема металлолома. Алкоголики несут, там за 3 копейки сдают, а крыша ободранная. Без крыши, дома он погибает мгновенно. В данном случае Чистополю абсолютно соглашусь. Контроль ослаблен. У нас с вами легенда есть. Мы ее с вами создали, эту легенду. Где какой объект, где инвестор, где епархия, где аварийный, где реставрация, где регенерация. С населением с этим планом можно выйти, показать, рассказать. В 2018 году Чистополь выиграл грант нового банка развития стран БРИКС. На 3 миллиарда рублей планируют отреставрировать 16 зданий. В большинстве из них собираются открыть музеи. Сейчас идет работа над проектами. К сентябрю месяца мы должны завершить все наши контрактные обязательства, выпустить проектную документацию и подготовить техническую часть. Такие экспертные встречи будут продолжены. Необходимо также вместе с жителями Чистополя обсудить не только восстановление зданий, но и как лучше их в дальнейшем использовать. Не столько важно в данной ситуации обсуждать только возможности восстановления инфраструктуры, сколько, уважаемые коллеги и представители Чистополя, наше наполнение, насыщение, формы работы, активности в учреждениях. Как подытожили, вместе можно решить все возникающие вопросы. Попытки сохранить культурное наследие Чистополя ведутся давно, и сейчас они приобретают реальные очертания. Дмитрий Аренин, Игорь Романов, ТНВ, Чистополь. Ни освещения, ни дороги, ни детской площадки. Так живут жители улицы Транспортной в поселке Оки.
Они обратились в нашу редакцию с просьбой помочь решить наболевшие проблемы. Территория относится к Советскому району Казани, но сами жители говорят, что живут в забытом Богом месте. Даже газ к ним провели всего 2 года назад. Как ситуацию комментируют в администрации и когда путь к домам в поселке станет безопасным, выясняла Юлия Гоголева. Посмотришь в городе, вот люди гуляют, хороший тротуар у них, асфальт. Это жители улицы Транспортная поселка Оки. Уже много лет они пишут в самые разные инстанции, чтобы их двор благоустроили, и здесь появилось уличное освещение. Но пока дорога во дворе разбита, дети играют на площадке, которую люди соорудили сами, причем делают это только до захода солнца. Я ходила к начальнику ЖУ и попросила хотя бы вот эти ямы, которые очень большие, чтобы хотя бы щебенку привезли и завалили эти ямы. А он сказал, у нас средств на это нет. Отсутствие освещения сейчас главная проблема, говорят жители этой улицы. Вдоль домов проходит оживленная дорога в Садовое общество. Вечерами в темноте от остановки школьного автобуса домой добираются дети. Очень интенсивное движение, и поэтому, может быть, что угодно. Приходится детишек провожать, встречать. Зимой было очень страшно ходить, вообще не было света. Идешь, там фары от машин просто светят тебе в глаза и не знаешь куда, просто по какой стране идти. С просьбой установить фонари жители уже не раз обращались в исполком Казани. Писали в исполком города Казани, писали в отдел архитектуры города Казани, на что получали одни отписки, что извините, денег нет, поэтому мы ничем вам помочь не можем. В поселке Нагорный была такая же проблема с освещением. Ее решили только тогда, когда несколько раз сбили человека, то есть, по-моему, там женщину и бабушку сбили насмерть. В черте Казани сегодня находится около 100 поселков. Вопросом уличного освещения занимается комитет внешнего благоустройства. В этом году планируют построить 45 километров сетей и тоже около 1700 светильников. В том числе в поселке Оки на улице Сосновая появится освещение. Что касается улиц Транспортной, в этом году работы там не запланированы. Мы обязательно постараемся учесть в последующий год. Что касается благоустройства двора и придомовой территории, это уже компетенция управляющей компании. И, как заявили нам сегодня в администрации Советского района Казани, 16-й дом по улице Транспортная не забыт. В 2011 году в доме проводился ремонт кровли. В период с 2020 по 2021 год была произведена установка двухконтурных котлов, что позволяет людям сейчас пользоваться газом. В этом году проводятся работы по замене водного питающего кабеля. Дом 16 по улице Транспортная включен в программу капитального ремонта на 2025 год. Сам же двор этого дома вошел в республиканскую программу на 2024 год. Обещаний придется ждать 2-3 года. Юлия Гоголева, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. 500 студентов в одном строю. Сегодня в Казани педагоги и студенты КФУ вышли на марш памяти. Акция состоялась в преддверии Дня Победы. Марш в память о тех, кто из стен университета ушел на войну. Их 759 человек. Среди них выпускник Александр Дымкин, участвовавший во взятии Кенигсберга, Михаил Нужен, будущий ректор КФУ, историк и профессор Григорий Вульфсон. Рамиль Галиуллин о том, как не рвется связь поколений. Стройными рядами и плечом к плечу. Так, 77 лет назад из стен университета уходили на войну студенты и педагоги. 759 человек, вернулись из которых лишь несколько десятков. Сегодня марш Победы и бессмертный полк тех, кто не вернулся с полей сражений, и тех, кто не дожил до этого дня. Майоров Николай Константинович, химик-ассистент КФУ, КГУ на тот момент. И 7 крестьян знаю. Этим мы отдаем долг тому, что они совершили для нас. Мы знаем из истории, что многие студенты, преподаватели также отправлялись на фронт во время войны. Немногие вернулись, и мы должны чтить их память, не забывать, что они сделали для нашего благополучия сейчас. Это для меня особенно важно. Это большая миссия, и поэтому необходимо помнить о жертвах, которые были принесены для мира. Для Дауда Киямова День Победы – двойной повод для гордости. Воевали оба деда, и оба вернулись. Один был танкистом, другой медиком. Они были награждены почетными медалями. Я все это прекрасно знаю. Надеюсь, дети тоже будут знать. Надеюсь, их дети тоже будут знать об этом, потому что это подвиг. Этим мы должны гордиться. С импровизированной сцены звучат песни, слова которых знает каждый. С приветственной речью выступили и те, кто приближал День Великой Победы. Эта дата несет радость, гордость,
боль и скорбь одновременно. Вы наследники победы. Мир хрупок, его надо беречь, его надо ценить, укреплять. По традиции, участники марша возложили цветы к мемориальной доске памяти студентов и преподавателей, отдавших жизни за свободу Родины. В завершение в знак мира и добра в небо выпустили 77 голубей. Ровно столько лет прошло с 9 мая 1945-го. Рамиль Галиуллин, Вадим Ларионов, ТНВ, Казань. Письма поддержки военнослужащим, которые сейчас участвуют в специальной военной операции на территориях ЛНР, ДНР и Украины, написали сегодня студенты Поволжского университета физкультуры. Ребята приняли участие во всероссийской студенческой акции «Письма защитникам Отечества». Акция проводится Минобрнауки России. Планируется организовать централизованную доставку писем российским солдатам. Сегодня в музейно-выставочном комплексе «Россия. Моя история» в Казани открылась мультимедийная выставка НАТО и лидер Альянса «Хроника жестокости». Она посвящена ключевым международным событиям со времен Холодной войны и до наших дней. Здесь можно ознакомиться с архивными фотографиями, видеокадрами, историческими документами и цифровыми артефактами, художественными произведениями из коллекции Музея современной истории России. Представлены материалы об американских бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, планах нападения США и союзников на СССР, бомбардировках Югославии, а также о современных событиях на территории Украины, к которым привело сотрудничество с НАТО. Выставка пройдет в 23 регионах страны. Вся картина тех ужасов последних лет, той жестокости, которая следует по пятам за НАТО, конечно, вызывает чувство тревоги, опасения, переживаний прежде всего за подрастающее поколение. Вот эта выставка, она, мне кажется, как раз свидетельство того, что нам всем нужно быть и бдительными, и нам каждому нужно оставаться патриотом. Рассказывает она в мультимедийном формате о том, как создавался этот альянс, каким образом шло приращивание членов этого альянса и, собственно говоря, основные цели и задачи создания этого альянса. В Татарстане подорожали морковь, макароны и сухие молочные смеси для детского питания. А что подешевело за неделю, читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». Развитие промышленной инфраструктуры и авиастроения Татарстана сегодня Рустам Минниханов обсудил с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым. Встреча прошла в Москве. Как отметил глава Минпромторга, он посетил в Узбекистане индустриальный парк «Черчик». Его открыли при поддержке Казанского химграда. Сейчас к площадке проявляют интерес резиденты из ряда российских регионов. Рустам Минниханов рассказал о планах развития индустриального парка на базе особой экономической зоны Алабуга. Ожидается более 250 миллиардов рублей частных инвестиций. Проект позволит создать 15 тысяч рабочих мест. Наш опыт создания индустриальных парков, он пригодился. Вот у нас два крупных проекта. Это первый, конечно, три. Если взять Алабуга, значит, особая зона. А второй – это Химград, тоже на базе одного из промышленных. И третий – это Китмастер. Вот они, три крупных этих, у них на троих выручка, наверное, под 400 миллиардов. Это очень серьезная цифра. Денис Мантуров отметил стабильные показатели индекса промышленного производства Татарстана. По итогам прошлого года он составил 108%. По словам министра, республика входит в число регионов с наиболее развитой промышленностью. Сейчас рассматривается вопрос создания в Татарстане авиационного кластера. Мощность первого резидента составит 1 миллион изделий в год. Реализация проекта позволит заместить импорт комплектующих для авиаотрасли. В реестре российского программного обеспечения на сегодня уже более 13 тысяч программ. Разработчики отечественного софта и все, кто в нем заинтересован, сегодня встретились в Казанском IT-парке. Главную ставку в импортозамещении в IT-сфере делают на бесплатный открытый код. Его использование значительно ускоряет разработку любого продукта. Какие российские решения уже работают на основе этого кода, расскажем в репортаже.
Здесь вы можете видеть уровень заснеженности территории, неработающие светильники, сейчас он будет подкрашен красным. Отечественную систему CitySoft уже опробовали в Казани этой зимой. Неправильно припаркованные машины или акты вандализма – все эта система высматривает через видеорегистраторы на общественном транспорте и уборочной технике, а информацию отправляет в ответственные органы. Частично разработчики мы сами, то есть нейронные сети, картографическая подоснова наша, частично работает на инфраструктуре с открытым исходным кодом. На выставке и платформы по работе с данными, и онлайн-бухгалтерия для бизнеса, и система интернет-оповещений. Все это отечественные разработки. Это система интернет-оповещений при потере детей, при потере животных. Если вдруг больные родственники из дома потерялись, мы начинаем работать мгновенно. На IT-саммите встретились компании, разработчики, представители бизнеса и государства. На встрече отмечают, в едином российском реестре сейчас более 13 тысяч программных продуктов. Это и есть импортозамещение программного обеспечения. Для разработчиков действуют и меры поддержки. Можно получить грант по упрощенной системе. Софинансирование 80% стоимости проекта. Мы за один день получили заявок на разработку перспективных российских решений в сфере информационных технологий в объеме примерно трети от количества заявок, которое поступило за весь предыдущий год. И это, конечно, огромный спрос. Я вспоминаю, какой-нибудь 13-й год, разговор с президентом Минихановым. И он мне тогда, когда сказал, мы, говорит, татары посмотрели, есть вот такой open source, он бесплатный. А мы, в принципе, любим бесплатно. И мы начали это разрабатывать. И сегодня больше половины отечественных разработок сделаны на бесплатном открытом коде. Государственное решение, которое мы используем, одно из самых известных порталов государственных муниципальных услуг, электронный документооборот, они используют в основе тот программный код, который является свободно распространяемым, но при этом доработанным с точки зрения определенного функционала. И в целом вот та импортозависимость, которая сегодня в некоторых бизнес-корпорациях присутствует, в Татарстане мы эту работу еще заблаговременно проводили с 2014 года. Татарстан очень богат идеями, богат талантливыми людьми, разработчиками. И при этом мы видим, что власть республики очень умно и тонко поддерживает и развивает те преимущества, которые есть. Как отмечают в Минцифры страны, ключевые принципы государства для развития отечественных продуктов – не мешать, то есть избавить сферу от излишнего регулирования, вовлекать людей и компании и создавать возможности. Например, важную роль могут сыграть госзаказы. Лина Знатульна, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Вопросы экологии, экономики, безопасности и планы развития Нижнекамск-Нефтехима обсудили сегодня на заседании Общественного совета. Он был создан для повышения информированности жителей города. В его состав вошли нижнекамцы из разных сфер. За круглым столом обсудили вопросы, которые имеют важное значение для каждого. Всех присутствующих хотел бы вас поблагодарить и за ваши организации, которые выдвинули вашу кандидатуру в этот общественный совет. В состав общественного совета Нижнекамск-Нефтехима вошли 20 человек из разных сфер. Сегодня генеральный директор Айрат Сафин рассказал об основных направлениях развития компании. В 2021 году Нижнекамск-Нефтехим увеличил налоговые отчисления в бюджет Татарстана на 9 миллиардов рублей, в бюджет города на 124 миллиона. 750 тысяч тонн мы выпускаем пластиков, где-то 730 каучуков, остальное жидкие продукты. Это, кстати, вот такая большая продуктовая корзина нам дает гибкость и устойчивость нашей компании. Предприятие устойчиво развивается в текущей ситуации внешних вызовов, являясь локомотивом экономики города. Выполняются стратегические инвестпроекты и реализуются экологические инициативы. Начиная с 2001 года выбросы снизились на 47%. При этом объем выпускаемой продукции увеличился вдвое. В составе компании «Сибор» Нижнекамск-Нефтехим ведет активную социальную работу в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел». То, что вот сегодня было декларировано, это партнерство, равноправное партнерство, это как раз возможность между вот этими самыми промышленными предприятиями и с городом наладить контакт, который будет направлен как на развитие промышленности, так и на созидание той площадки, где живут наши жители. Безусловно, та политика открытости, которая заявляет Сибор, она необходима и важна для нашего города. И мы надеемся, что в последующем мы, как общественность, как население, наладим диалог с предприятием и сможем вместе решать вопросы, связанные в
том числе с экологической безопасностью, с промышленной безопасностью. Подобные встречи будут проходить не реже одного раза в полгода. В зависимости от темы обсуждения будут приглашать местных общественных деятелей, независимых экспертов и представителей администрации. Гульнара Миниханова, Александр Лихачев, ТНВ, Нижнекамск. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Также наши выпуски доступны на платформе Рутюб. В завершение программы давайте посмотрим на подснежники, которые уже зацвели в лесах Татарстана. Первые цветы весны нашел наш оператор Ильшат Мухаметов. Нежный подснежник дарит надежду. Кончилось время зимы. Здравствуйте! О погоде после полезной информации. Укрепить иммунитет и восстановить силы поможет санчи. Благодаря свойству гармонизировать кровообращение, санчи благотворно влияет на работу всего организма, дает энергию, нормализует сон, способствует устранению головных болей и хронической усталости, улучшает самочувствие. Польза санчи проверена веками. Недаром его называют сокровищем китайской медицины. Спрашивайте в аптеках Фармлет. Телефон для справок 8 927 236 71 75. Сайт sanchi.rf. Прохладный, но солнечный антициклон занял прочную позицию в нашем регионе. И по данным сервиса Яндекс.Погода завтра в Бугульме, Бавлах, Азнакаево немного теплее, чем накануне, днем плюс 13 без осадков. Малооблачно и сухо в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге. Стремитесь чаще выбираться на природу и пребывать на свежем, чистом воздухе. Теплее стало в Агрызе, Менделеевске, Актаныше, и здесь также без осадков и сухо. В Варске, в Кукмаре, Балтаси по прогнозу синоптиков осадки маловероятные, умеренно теплая погода и плюс 10 на термометрах. В Болгаре, Држаном, Буинске небольшая облачность, но без осадков. Температура стала выше, и это очень радует. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше будет сухо, безветренно и умеренно тепло. В первый день мая синоптики обещают малооблачную погоду без осадков. Температура пока будет невысокой. И еще одна полезная информация. Новостройка, вторичка, загородный дом. На все это можно оформить ипотеку по выгодной ставке в Акбарсбанке. Оставьте онлайн-заявку на akbars.ru. Новостройка, вторичка, загородная недвижимость. На все это можно оформить ипотеку по выгодной ставке в Акбарсбанке. Оставьте онлайн-заявку на akbars.ru. В Казани ожидается малооблачная погода без осадков. Ночью потеплеет до плюс 4, днем около 10 градусов выше нуля. Ветер западный, слабый. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 64%. В магнитном поле Земли спокойно. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и оставайтесь на нашем канале.